Осторожно, фейк. В социальной сети появился видеоролик, точнее новостной сюжет осетинского телеканала об осквернении могил осетин в селе Плиево Назрановского района. На территории селения Плиево поселились и проживали осетины аж до 1957 года. Как же люди становятся дроперами? На самом деле все просто. Через интернет. Видео оказалось поддельным, его сгенерировали с помощью искусственного интеллекта. Информация не соответствует действительности. В реальности в эфире от 28 сентября журналист телеканала рассказывала о мошеннических схемах. Злоумышленники заменили оригинальный звук на поддельный, созданный с помощью нейросети. Какую цель преследовал автор ложного контента, догадаться несложно. Искажение действительности и провокационная подача ориентированы на провоцирование межнациональных расприй и создание неверного впечатления о ситуации в Ингушетии. В телекомпании уже назвали материал дипфейком. Что касается самих усопших, то действительно могилы осетинских верующих располагаются на территории ингушского мусульманского кладбища в селении Плиево. Место захоронений благоустроили, и чуть больше месяца назад состоялось официальное открытие кладбища. Присутствовала там и делегация Духовного управления мусульман Северной Осетии во главе с муфтием Хаджимуратом Гацаловым. Преобразили объект духовного значения в рамках масштабной программы по благоустройству всех кладбищ в республике, финансируемой известным меценатом, президентом группы Сафмар Микаилом Гуцериевым. Работы велись в рамках благотворительного фонда «Возрождение», созданного специально для Ингушетии. Мы очень благодарны Микаилу Гуцериеву, Сафарбека сын. Пусть Всевышний дарует ему самые лучшие блага на этом и на том свете. Те фамилии, которые родственники чьих, которые здесь похоронены, об этом им сообщить. И, наверное, мы сделаем так, чтобы как-то вместе приедем сюда тоже и вместе поблагодарим, чтобы они знали, кто, чтобы вы тоже знали, кто они такие. Вот мы когда говорим о дружбе, ее вот так надо и строить. Вернувшись из ссылки, ингуши не тронули эти могилы. Напротив, они сохранили и защитили место захоронения своих соседей, следуя заветам ислама, который предписывает бережно относиться к могилам усопших, независимо от их национальности и вероисповедания. Да и не было и не может у морально здоровых людей возникнуть желание проявлять свою ненависть к усопшим. Фамилия знакомая? Закеев, да. Знакомая, да? Да. Вот от семьи. Вот, если я сказал, именно вот это надо подчеркнуть, чтобы видно было, чтобы прочитать. Вот, вон там тоже, вот это, в 53-м году, это женщина, по-моему. Мастиева МХ, в 53-м году похоронили ее. Машалла. Аллах каждому вас даст благом, каждому. И те люди, которые вас этим, чтобы знали, как за ними смотрят. Знаешь, нас очень много вещей связывает. Как отметил муфти Северной Осетии Хаджимурат Гацалов, подобные поступки – это краеугольный камень в строительстве добрососедских отношений. Микаил Гуцериев, по его словам, является ярким примером того, как личная ответственность и глубокая вера способствуют укреплению межнационального и межконфессионального единства. Его благотворительность – это не просто материальная помощь, а мощный духовный акт, который стирает границы и напоминает о том, что перед лицом вечности все мы равны, а уважение к памяти усопших – это общий для всех верующих принцип. Мы уже давно знаем, когда проезжаем и видим такие заборы, что это ваша работа. Спасибо. Сейчас там видели, это все видно. И люди понимают, почему и как это сделали. Это есть большой пример, это Дават. Поэтому благодарю, благодарность ему. А теперь предлагаем вам ознакомиться с новостным сюжетом об открытии кладбища после реконструкции в селе Сурхахи, который вышел в эфир НТРК «Магаз» 13 декабря 2024 года. Здесь также работы были полностью профинансированы президентом группы Сафмар Микаилом Гуцериевым. Проведен капитальный ремонт имеющейся мечети, благоустроена территория внутри, предусмотрен аккуратный тротуар. Само место захоронения отделено калиткой и забором, но если дальше пройтись вглубь кладбища, имеется еще одно захоронение, огражденное от других могил. На этом месте также захоронены представители осетинской национальности, которые во время депортации ингушского народа стали проживать в селе. Соответственно, своих усопших хоронили здесь. Весной прошлого года в ходе реконструкции кладбища было принято решение заменить имевшуюся старую ограду на новый добротный забор. Сюжет о якобы имевшем месте случае осквернения могил оказался выдумкой, отметили в ЦУРе Ингушетии. Аналитики Центра управления регионом одни из первых отреагировали на фейковые новости. Видеосюжет, который был распространялся в сети, о том, что на официальном канале соседнего региона был сюжет, в котором рассказывали про осквернение могил. Тут же мы провели верификацию через администрацию главы, через внутреннюю политику. Все это, информация эта не подтвердилась. И, соответственно, мы с официальной точки зрения начали отрабатывать этот информационный риск, опровергая его.
Дело в том, что в социальных сетях это некий такой инструмент, который используется недобросовестными людьми, особенно людьми, так сказать, с другой стороны фронта, которые намеренно разжигают межнациональную рознь для того, чтобы добиться каких-то своих определенных целей. В данном случае вся эта информация, которая появляется, она, как правило, если невооруженный взгляд может и не понять этого. Наши специалисты видят буквально с первого взгляда, что это фейк. Ситуация с фейковой новостью, а именно происки недоброжелателей, отозвались возмущением и негодованием и в духовном управлении мусульман Северной Осетии. Я услышал о фейках, которые были сказаны о кладбище, об осетинских могилах. И могу сказать, что то, что я расстроился, это мало о чем говорит. Нас пригласили присутствовать в мероприятии по окончанию работ благоустройства кладбища в этом селе. Доброе отношение к нашей делегации, благожелательность, гостеприимство, с которым нас встретили, желают особых слов. Мы осмотрели кладбище, увидели его ухоженность, намерения и плоды работы тех людей, кто участвовал в этом прекрасном деле. Увидели сохранность и ухоженность могил наших земляков, осетин. Увиденное вызвало благодарность, особо бережное отношение к могилам. Кто этого не понимает, он не является нашим другом. Мы благодарны людям, которые сотворили благое дело. Организатору Михаилу Гуцериеву, всем тем, кто там участвовал. Разжечь межнациональную рознь, стравить людей, да и просто показать ингушей в негуманном свете. Если злоумышленники ложью преследовали именно эти цели, то тщетно. Факты красноречивее любого, даже искусно сгенерированного компромата. Ингушетия – страна не просто башен и легенд, но прежде всего регион, где бережно относятся к устоявшемуся миру и ценят любое проявление милосердия. Адам Мережков, Магаз 24.